Привет, YouTube! Меня зовут Вика, и я мехоголик. Сегодня у меня очень интересное видео. Я хочу вам показать достопримечательности Якутска. Это крупнейшая меховая фабрика Сахабут. Присоединяйтесь. Честно говоря, килограммов 20. На плечах я бы не смогла ходить. Очень красиво, но, знаете, только для съемок. Метр 75. Это двухметровый. 2,10. Двухметровый он ты. Так, туда заглянем. Вот здесь у нас тактильный зоопарк. Прихожу я такая домой, сажусь сюда, снимаю обувь или одеваю, да? Такая вот оригинальная банкетка. Очень забавно. Мне кажется, дети бы оккупировали ее. Так. Ух ты. Ну, в общем-то. Смотри, это брюшка же, да, белая? Такая мягкая лиса. Господи боже. Это уже крашеная. Что здесь делает крокодил, Петя? Не знаю. В Якутске, если что, на заметку, в Якутске нет крокодилов. У нас только андатра. А вот, гляньте, представители якутской фауны. Это белочка. Очень пушистая, у нее плотный мех, и поэтому многие дети часто в Якутии носят беличьи шубки, шапки и варежки. Ты чего тут тепло? Мамочка, так страшно, какие когти. Не сидеть. Нельзя, видите? Это трон из волчьих шкур. Волков в Якутии много. Очень много. Даже выдавали лицензии, то есть выдавали вознаграждение за то, что отстреливали волков. Они вот поголовье уничтожали крупного рогатого скота. Так. Ну и мистер Медведь. Прекрасно. Вообще огромный. Да, он очень большой. Ну смотри, ну вот. То есть он двухметровый. О, сколько ему лет, тоже неизвестно. Так он нападет на тебя, да? Нет, это страшно. Иди туда, делай это, да? Как тебе на железном троне? Холодно. Холодно. Классно. Смотри. С кожи. Но он неправильно сшит. Почему? Потому что вот эти лепестки должны быть вверх. Когда вот это всадник, когда копье так... и оно застревает. Вот, ага. А мне кажется, дождь идет и вот... Нет.
не от дождя защита. Он наоборот должен быть, чтобы проскальзывал. Это был эксперт моды, средневековой моды всадников и кочевников Петр Андреев. Типичный ламеллярный якутский доспех, но неправильно сшит. Ладно тебе. Вот они, мои красавчики. Готовые, гладенькие. А помните, какие шкурки были? Мохнатые прям. Да, сейчас все приглажено. Красивые. Да. А как их хранить, кстати, если вот холодильника нет, подполья нет? Ну, нету, да. Прохладно. Надо, чтобы обдуваемое место вообще в коробочку, ну, с дырочками, чтобы коробка была. Газету вовнутрь наложить, положить хорошенько, чтобы, ну, моль не завелась, да. И они, что в таком месте не закрытом шкафу были, Чтобы проветривалось, чтобы где-то так лежали. Коробочку дадим, специальные коробки есть для таких вот высоких. Там дырочки может быть так, ну, ручками разрелить, и пусть они где-нибудь листах стоят, чтобы... А вы сами себе тут тоже унты шьете? Ну да, ну, раз во сколько-то, я ношу их уже 6-7 лет, наверное, и не могу сносить. Короче, у меня и унты есть, и ботинки есть, поэтому я ношу. В основном ботинки, почему-то ботильоны больше удобнее. Кстати, ботинки. Они на замочке. Да? Вот ботиночки-то вот такие. Ботинки вообще хорошая штука, когда ты в комбинезоне, да? Вот Да, тоже толстых штанах. многие же сейчас в основном только ботинки заказывают, молодежь в основном тоже, потому что штаны эти комбинезоны одевают. Да, вот мне нужны тоже ботинки. Это я сначала такую красоту, а потом подумала, что практичнее будут ботинки короткие. Это вот просто укорочено, а есть же прям ботинки, Ну там да, такие да. коротенькие. Коротенькие ботинки есть тоже. Самые коротенькие. И сколько же они стоят? 20 200. Ну, тоже не дешево, конечно, но лет на 10 себе купить такие, это прям вообще супер. Да, тихо. Арбузики, ну уже конец у нас последний, поэтому они... Арбузики разные такие, вот балаболочками, и зайчиками тут Какая есть прелесть. на выбор, и утята. Ой, а какой размер это? Это 14-15, когда ребятишки еще не ходят, но на улицу, допустим, одевают такие. Мы уже выросли. Да, такие Хотела вот. такие. А сколько они стоят? Грибочки веселенькие. Они у нас это тут оптовая, так они, ну 5-6 где-то. А вот наши вышивальщицы, девушки красавицы. Сейчас они вышивают жилеты к цеху, готовятся. Вот с кожаной обувью они вот такие, всякие разные, короткие, длинные. Это вот девчонки наши вышивают вот эту вышивку. На эсэх, ага. И коротенькие там у них еще есть. Это торбоза мы шьем. Это торбоза, по идее, это ну ты, ботинки, это вот все она на правило одевает, в таком виде уже поступает сюда на подклады. Закройщик кроет, вторая собирает, вот это вот у нас корняшки, да? Они мокрые сюда поступают сюда, она берет эти вот правила и одевает. И делает уже форму, придает форму, они натягивают, и они сутки, ну не сутки, а ночь сохнут, а потом уже они готовы такие уже. А потом она выворачивает уже и подклад пришивает, беля и все остальное. Мусор посмотреть? Ничего не выбирает свое безотходное производство.
Fashion. Not my profession. Носки брусничного оттенка. Кырчах. Да, керчи. Это якутские сливки с брусникой. Ой, Слушай, приятно. такие лаконичные. Вот опиши свои ощущения от ходьбы в унтах. От ходьбы в унтах. Да, вот ботинки либо унты. Вот так. Какая разница? Унты. Унты приятнее. Как по облачку ходит, да? Я огонь так хорошо. Давай, походка модельная. Давай, это ты. Супермодель. Самый-самый сувенир, который чаще всего покупают. Чаще всего. Угу. Якутских девочек. Якутских девочек? Да. А, Вот такие да, они очень хорошенькие. Мама там берет. Вот такие вот мамочки берут. Шоколад, варенье сосновое, сироп из шиповника, сироп из чаги. Где производит? Тут Рома Маркова картина. А, да? У нас же есть его картина. Супер. Как приятно видеть, что местные товары покупают, пользуются спросом. Тут 38-го года картина. Вау, шикарно. А, еще яги. Май 22-го освежающий. Свежайшие яги. А для чего? 400. Это БАД. Применяется для нормализации уровня глюкозы и холестерина в крови, снятия интоксикации при отравлении тяжелыми металлами, радионуклидами, алкогольными токсинами. Короче, утром. После Нового года. Ага. Если вы соберетесь в Якутию, то обязательно заглядывайте в Сахабулт. Отсюда вы уже видели, вы уйдете, если не с горами сувениров, то обязательно с массой впечатлений. Я надеюсь, вам мое видео было полезным. Ставьте лайки, поддержите меня и пишите свои вопросы в комментариях. Я обязательно отвечу на каждый. Пока-пока. Если вам интересно, то я сидела на бумажке. Сидеть нельзя. Я сидела на бумажке. Я ничего не помялась.